Так, сейчас шайбочки берем. Давайте по борту не стучим сильно. Аккуратненько. Дриплинг поработали над шайбами. Поехали по кругу. Потом переходим на восьмерки. Пару кругов движения, потом на восьмерки ускорение. Ты пока стань на ворота, да. Аккуратно все. Работаем, работаем. Ездили в Краснодарский край, в Кореновск на турнир наследия. Но эти ребята у нас взяли первое место. Первый раз. Между прочим, этот нам лед очень тяжело давался. Постоянно второе, третье место выше никак не получалось. Соперники нам попадались достойные. Ну и сейчас так же самое. Дети поборолись, поиграли, проиграли, выиграли. Мы первое место забрали. Это новая команда, да, у вас? Ну да, это как бы новая. Ну не сказать, что прям уж новая, но с 2018 года как бы она уже основана конкретно как команда. Вот тяжело тренировать, ребят? Ну, какой тренер скажет, что легко тренировать, да? Это же ребенку надо все объяснить, донести, чтобы он именно это понял, как это правильно сделать. Нелегко, я думаю. Тренерская работа – это нелегкая. Кто думает, что легкая, это ошибается. У нас же как бы две арены, да? У нас здесь на Эрзи, на Бакинке, ну и Магасе еще. Основные у нас две команды, получается. Команда Эрзи и команда Аса. Ну и по две группы, постарше и помладше. Так же самое там, на той ледовой, тоже старшая и младшая группа. А, дети перспективные? Ну, основные команды, да, они как бы перспективы, а другие новенькие, молодые еще. Их тренируем, учим. Родители, которые болели, да, когда-то там хоккеем, там им было это интересно, вот приводят своих детей, и мы берем в секцию, никому не отказываем. Ну вот мы все знаем, да, что для Кавказа хоккей – это экзотический вид спорта. Вот какие плюсы этого вида спорта? Вот почему бы ты посоветовал отдавать своих детей именно в этот вид спорта? Знаете, ну у нас больше на Кавказе борьба, да, соответственно. Все у нас бокс, дзюдо, греко-римская борьба. У меня даже племянники в Казахстане тоже борьбой занимаются, хотя вроде там лед есть, да. Я считаю, что хоккей все-таки это весь вид спорта, в хоккее все мышцы тела, все там у тебя работает. Да? Что ты в бассейне плаваешь, что ты на льду здесь бегаешь, почти то же самое одинаково. Ты устанешь, это 5 секунд. Ну, видите, есть один но, у нас все-таки немножко это не понимает. Именно в республике, я хочу сказать, что не понимает, да. Вот вроде на Сыркорте мы находимся, да, а у нас в команде всего один человек из Нясери. Приезжают из других, да? Из других, с Очулков приезжают, с Корца ездит пацан у меня, да. А вот именно ближайших, именно которым вот можно просто шаговой доступности, этих детей здесь нету. Ну, скорее всего, они во дворце спорта там боксом занимаются. Командный вид спорта, он сложнее, потому что, например, мы играем по 5 человек, да, вот 5 человек, пятерка. Если там один немножко неправильно даст тот же пас, те четверо уже приходится им доисправлять за него, да, это уже ошибка. Да? Конечно, Выпадает. она выпадает, этот состав, он начинает сыпаться. А если тем более отсутствует один из нападающих или защитника, вся пятерка распалась, А соответственно. вот тяжело тактику поставить для команды? Ну, нелегко. Нелегко, потому что каждое упражнение, вроде смотрите, да, он на вид, что там катается, шайбочкой, да, играет. Но надо же, опять же, кататься и правильно шайбочкой этой пользоваться, да. Если ты сегодня просто так, как палкой махаешь, а, соответственно, от тебя никакого толку нету, и ты ничем не поможешь команде. А вот в целом, вообще, как проходит тренировочный процесс? И вообще, как у вас сегодняшняя тренировка проходит? Ну, обычно мы в понедельник начинаем такую раскаточную, вот как сейчас вот вы видите, да. Над шайбочкой работают, над катанием своим работают. И с понедельника по пятницу. И каждый день мы добавляем уже упражнения. Да? Да, мы уже добавляем еще больше упражнений, больше. Но сегодня мы вам покажем. Это по ходу действия, тренировки мы вам покажем. Ускорение, пас, опять пас и переход на спину. Выход на вратаря в 1-0. Понятненько? Давайте с этого начнем. На тот край переходим.
С одной стороны, потом с другой стороны сделаем. Спиной отрабатываем ногами. Вы меня слышите? Через него шайба не проходит, по краям бросаем. Не надо его расстреливать, по краям бросьте. А то он сейчас в себя поверит, что он суперский вратарь. Аккуратно. Мухаммад, ассаламу алейкум. Валиксалам. Мухаммад, я знаю, что вы недавно играли на турнире. Вот расскажи, на какой позиции ты играл и ты доволен выступлением твоей команды? Я играл на позиции защитник. Я доволен своей командой. Они играли очень хорошо, играли пас и забивали голи. Когда они уставали, мы меняли их и выходили на А лед. ты много матчей провел? Да. Тяжело было? Тяжело там не было ничего. Если мы играли пас, то их можно было легко выиграть. Там самое сложное было аллигатор. Мы их сперва выиграли 6-1, потом мы им уступили со счетом 6-5 и обратно им доказали, что мы сильнее. То есть, получается, вы с этой командой играли 3 раза. Да. А как так получилось? По второму кругу играли? Да, мы просто с ними еще в финале сыграли, и из-за этого мы А в выиграли финале первый какой матч. счет был? В финале 10-3. 10-3? Разгромили, да? Да. А ты забил? Я им не забивал, я забил другой команде. 1 гол забил. 2. 2 гола? Ты прям активно участвуешь в атаках, да, команды? Ну, я начинаю их атаку, и они начинают раскатывать их, и в итоге мы забиваем голы. То есть, получается, ты часто подключаешься к атакам команды. Да. Я сперва даю передачу, мы делаем раскатку, и с этой раскатки мы стараемся забить голы. А Мухаммад, лучше как ты оказался на этой позиции? Ты на другой позиции играл? Да, я тогда еще, когда я был маленьким, я играл нападение. Потом тренер сказал, что я буду стоять на защите, и я этим был доволен. Я старался настолько сильно обороняться и не допускать ошибки. То есть, получается, навыки нападающего у тебя еще сохранились, да? Да. Я иногда забегаю на нападение и стараюсь начать атаку и отдать голевую передачу. А вот тяжело бывает постоянно участвовать в атаках, потом возвращаться в защиту. Устаешь? Ну да, мы потом делаем замену для этого и отдыхаем на скамейке. А в этом году у вас много было турниров? У нас в этом году было 4 или 3 турнира. Ну, в целом, в принципе, в этом году вы неплохо выступили, да? Да. А вот в ближайшее время вы еще должны где-нибудь выступить? Да, мы выиграли уже первое место, и сейчас у нас следующий этап, и мы выезжаем 27 по 29 на турнир. До конца этого года? Да, Уже готовитесь? да. Нормально проходит подготовка? Да, нормально, они стараются, делают хорошее поведение. И команда в целом готова, да? Да. Синие-белые сделаем 2 в 1. Ну, смотрите, который защитник будет выкатываться. Что его на задаче сделать, когда зайдет два нападающих, когда зайдет? Ну, вот у него шайба. Ну, первая задача не кинуться же на него, наверное, да? Если мы 2-1 делаем. Поэтому без ошибок, аккуратно встречаем его. Но вы должны сделать смену мест. При входе в зону. Пока вы смену мест не сделаете вот здесь, не разбежитесь, здесь не разбежитесь, вас защитник раскусит. Поэтому грамотно
с раскаткой, с поднятой головой, не с опущенной. Все, стали. Давайте сделаем большинство-меньшинство, так как у нас большинство хромало на последних соревнованиях страшной силой. Никак закрепиться в зоне их не могли. Вход в зону делаем. Что у нас здесь должны сделать защитники? Для чего делается квадрат? Чтобы их нападающие не смогли вас нормально раскусить. Поэтому, если этот крайний кинется сюда, что получится? Откроется угол у нас дальней штанги. Откроется? Поэтому сейчас сделаем вход в зону. Четверка в меньшинстве закрепляется. Синяя, например. Сейчас давайте белый в меньшинстве, синий в большинстве. Синий в ходе в зону что должны сделать? Закрепиться. Не просто бегать, пытаться там впулить эту шайбу через 4 защитников, а именно разыграть грамотно. Шайбы на центр аккуратно выводим. Вратарь в калитку. И начнем. Белые обороняются. Плюшки перевернули, белые. Поменялись. Муслим, расскажи про задание, которое вы сейчас проводите. Это задание в большинстве и меньшинстве. Она для того, чтобы если какой-то наш игрок удалился, то мы знали, как себя вести, когда у нас меньше, чем соперников. Например, вот сейчас мы 4 против 5 здесь, то мы будем на турнире тоже так быть. А ты на какой позиции играешь сам? Левый защитник. Сложная у тебя позиция? Не знаю, мне кажется, что самая сложная позиция – это центральный нападающий вратарь. Почему? Вратарь понятно, а почему нападающий? Ну, вратарь, потому что на тебе вся игра держится. Если ты промахнешься, то обратно надо на нашу зону зайти, потому что на нас же набегаются. Ну, еще тренер будет ругаться, если ты промахнешься. То есть лучшая защита – это нападение, да, получается? Ну, мне нравится защита. Почему? Тяжело же обороняться постоянно. От тебя зависит результат вашей команды. Ну, мне это нравится, потому что я никогда не подводил. Ну, только один раз подводил, у меня конек Конек не заточен. Это давно было? А? Давно это было? Нет, против турнире? Каролель, да, на прошлом турнире. И что ты сделал? Я хотел его догнать, но у меня не заточен конек вот здесь был. Я упал, а он пошел, гол забил. Обидно было? Очень. Вот я знаю, что скоро вы должны снова выступить. Вот расскажи мне, как вы готовитесь к предстоящим соревнованиям? Ну вот вы сейчас уедете, и здесь Ваха в 2 раза больше будет орать, и мы в 2 раза больше будем пахать. То есть вы прям усиленно готовитесь? Да. А много тренировок в неделю у вас? Каждый день тренируетесь?
Да, кроме субботы и воскресенья. А вот каждая тренировка, она у вас разная или вы одно и то же постоянно отрабатываете? Нет, конечно, разное. Там, может быть, 1 в 2 или один в один. Может быть, тренер еще какие-нибудь задания придумает. У нас всегда что-то новое. Вот какой день самый тяжелый, вот тренировочный день? Это когда Ваха сказал, сейчас мы будем таскать маленькие шайбочки, а он достал вот там покрышки, и мы начали ими работать. Покрышками? С клюшкой или просто руками? Нет, с клюшками вот так таскали, а потом мы надевали одну на голову, другую на руки и бегали туда-сюда. Это для чего? Для координации? Нет, это для того, что Ваха был злой, и он сказал, тогда лучше будет. Ну, скорость будет лучше, и выносливость будет лучше. А вот смотри, Муслим, к предстоящему турниру какая у вас цель? Хотите снова выиграть? Конечно, первое место, надеюсь, возьмем. И что вы для этого сделаете? Будем тренироваться намного больше, лучше. Сейчас в 1-0. Варе даем секунду на подъем. Не один за одним, сразу же, с передышками ему. Готовы? Да. Приготовились. Да, ворота становятся. Булиты. Так, по свистку начинаем с паузами. Шпагат был бы неплохой. Подними голову. Под перекладину зашла. Позиция на самом деле это нелегкая. Изначально я 3 года был полевым игроком, так как у меня не получалось быть нападающим. Тренер сказал, решил попробовать на воротах, и вот, в принципе, двигаюсь. Нравится? Очень. Вот на твой взгляд, какими качествами должен обладать вратарь, чтобы быть в топовой форме? В топовой форме. Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Ну, скорость, ловкость, какие качества у него Реакция. должны Обязательно реакция должна быть. Реакция будет, шайбы будешь ловить, все будет быть? хорошо. А вот много у тебя времени ушло, чтобы прям хорошо так отточить свою реакцию? Каждый день это надо делать. Там реакция вот так вот. Ну вот я наблюдал, бросали булиты, ты практически все их отбил. А вот во время матча, официального матча, ты стоишь на воротах, на тебя просто двигается нападающий. Вот какие чувства ты испытываешь на тот момент? Лишь бы поймать. Лишь бы поймать? Да. Ты спокоен? Я спокоен бываю. В 1-0 я хорошо ловлю булиты. У меня там Когда 2 на 1 выходит с тобой. 2 на 1. Там у меня уже проблемки бывают. Я не знаю почему, но в 1-0 мне легче ловить. То есть ты всегда спокоен? Да. Это главное качество вратаря, быть спокойным постоянно? Это, да, главное качество вратаря быть это спокойно. А вот ты сам давно в этом виде спорта? 6 лет. 6 лет? Да. Как ты вообще пришел в этот вид спорта? Многие твои ровесники Вообще- выбирают там единоборство, к примеру. Вообще я бы хотел поблагодарить свою учительницу родного языка Фатима Салиевна Гадаборшева. Это она нас сюда привела, попробовала нас. Мне понравилось очень. Я ей хочу огромное спасибо передать. Это она очень помогла мне. И поддерживает она тоже часто. А вот до того, как ты сюда пришел, да, заниматься, ты вообще каким-то образом вообще смотрел хоккейный матч, Молодежку. интересовался? Я молодежку сериал смотрел, там я немного и вдохновился. Тебе понравилось? Мне понравилось очень. А вот тяжело совмещать хоккей и учебу? Если у человека есть желание, то это легко. И вы же каждый день тренируетесь? Да, Тяжелые тренировки? нелегко. Каждый день? Каждый день. И вот смотри, тренировки одинаковые бывают или каждый день разные тренировки? Что-то новое узнаете для себя? Пока одно не выучим, к другому не переходим. То есть оттачиваете прям до автоматизма, да? Да. И вот скоро вы снова должны выступить до конца этого года.
Вообще, в какой форме ты сейчас находишься и как проходит подготовка? Подготовка пока нормально подходит, форма идеальная. Постараемся забрать первое. В принципе, все. А вот тот факт, что тебя признали лучшим вратарем на прошлом турнире, тебя это мотивирует? Честно, да. Я не знаю, как-то восхищен я сам собой. И на следующем турнире снова хочешь выиграть, да, приз лучшего вратаря? В следующем турнире я просто хочу выиграть первое место. Мне не обязательно быть лучшим вратарем. И главное, То есть, что первое для забрали. тебя вот командные награды, они важнее, чем индивидуальные. Да.